В свою очередь, являясь руководителем ветеранов службы района, я вам довожу до сведения то, что именно в Российской Федерации на сегодняшний день обеспокоена ситуацией по эпизоотии. На сегодняшний день возникают разные особо опасные заболевания, как сельхозживотных, так и птиц. И, соответственно, это прямая угроза и по нашей республике, соответственно, и по нашему району. Я уж, в свою очередь, хочу еще раз напомнить, соответственно, наши специалисты по всем деревням района ездят с раздачей памяток, соответственно, из вакцинации животных. У нас с 1 февраля вот стартовала весенняя вакцинация. Я попросил бы еще раз жителей нашего района отнестись с положительной стороны, так как у нас в отдельных случаях имеются и отказники, но с отказниками у нас прямая работа с прокуратурой. Во-первых, не хочу ничем пугать вас. То, что вакцинация – это предупреждение всех особо опасных заболеваний. Непосредственно это безопасность нашей жизнедеятельности. На сегодняшний день наш район благополучен по всей эпизоотии. Мы хотим это сохранить. Соответственно, вот и в соседних регионах возникают особо опасные заболевания. Я уж отмечу то, что именно по Чувашской республике это граница с нашим районом. И, соответственно, мы должны принять все меры предосторожности. Потому что рука об руку, сообща со всеми службами мы только можем ограничить, потому что я еще раз обращаю внимание, то, что именно болезнь передается с колес автотранспорта. Это на сегодняшний день у нас являются перекупщики. Закупая скот по низкой цене, привлекая население, продавая свой скот, тем самым они могут заразить и остальных. Я бы еще раз хотел акцентировать свое внимание. Не поддавайтесь, если закупаете скот, обязательно надо согласовать с управлением ветеринарии. Хочу отметить то, что предстоящий праздник мусульман Курбан-Байрам, массово начинаются закупки овцепоголовья. Я еще раз хочу акцентировать внимание, у нас в республике, в частности и в нашем районе, хватает овцепоголовья. Не надо гнаться за низкой ценой, так как у нас, я уже ранее говорил, что это овцы и переносчики болезней, соответственно, бруцеллез быстро, мгновенно передается, это болезнь, по-другому говоря, внутренних органов и суставов, и передается это и человеку. Надо обезопасить себя.